Туве развивает кузнечное дело. В Центр тувинской культуры прибыли мастера из Алтая и Якутии. Зачем, расскажет Даяна Мангуш. Кирпичи разложены, скоро из них сложат настоящую плавильную печь, только маленькую, не выше человеческого роста. И это маленькое сооружение – шаг возрождения кузнечного ремесла в новых масштабах. За работой приглашенные мастера из Горного Алтая и Якутии, и первая руда отправляется в огонь. Идея запустить печь пришла осенью, когда делегация Центра тувинской культуры ездила в Республику Алтай. Их народный мастер показал, как работают алтайцы с железом, как изготавливают сувенирные изделия. Все начинается с геологии, правильного выбора сырья. Для начала мастер должен освоить или вспомнить навыки работы с магнитом. Некоторые руды, он прилипает, видите, он прилипает к магниту. Видите? А некоторые не прилипают. Вот этот, например, да, вот он не прилипает. Чтобы проверить, надо ее обжечь. Мастера из Якутии и Алтая уже установили несколько таких печей по России. Для этого пришлось поднять много книг по истории кузнечного дела. В основном руководствовались на материал якутского ученого Ксенофона Уткина, который защитил диссертацию на тему «Черная металлургия якутов». Наши предки до 40-х годов такие печи делали и выплавляли. Перед приходом русских, даже русские казаки, первопроходцы, писали отписку царю, что местные тут якуты выплавляют железо, и по качеству оно лучше даже немецкого. Реализовать задуманное Центру тувинской культуры удалось при поддержке Министерства культуры республики, а специальные огнеупорные кирпичи выделила Кызыльская ТЭЦ. Стоимость печи оценивает 70 тысяч рублей. Работы планируют завершить в течение 2 дней. Для этого мастерам понадобится 160 огнеупорных кирпичей. Далее приезжие мастера проведут мастер-класс по плавке железной руды. Даяна Мангуш, Чаражол Тюлюш, Вести ТВ.